Всем привет! Вы на канале у Минималиста. Сегодня у нас опять шоковый контент, уборки, расслабления и классная интересная история, что со мной сегодня произошла. Оставайтесь со мной, сейчас еще приду с экспертом. Подождите, он халё скажет вам. Одну секунду. Экспертик, пошли посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем, моя сладкая. Пойдем, моя сладкая. Экспертик не очень-то хочет сегодня помогать, но я всегда должна его показывать. Привет всем от Порки и от меня. Так, тут классно, экспертик, оставайся. Расскажу сегодня шоковую историю про сегодня. Итак, за кадром сейчас покажу эксперта, чем он занимается. Сегодня такая ритуал утра. Кто-то меня спрашивал про мой ритуал утра. Сижу с чашечкой кофе, на улице так прохладно, облака, я с чашечкой кофе, и так тихо, так спокойно. И в этот момент включается наша пожарная лампа. Короче, визг, у меня окна настежь, на улице 7 утра было, где-то приблизительно 7 утра. И, да, мое сердце побежало за очками, побежала за стулом, и потом, наконец-то, выключила. А все, почему? Почему включилась, как вы думаете? Да, решила, опять же, ритуал сделать. Включила свои вот эти вот. Вот тут у меня есть место, вот тут вот была индийская палочка с запахом. Короче, первый раз в жизни мне не понравилось вот это все. Ну, это отступление. Короче, сердце билось так, что думала из этого, пока выключила это все пожарное, из груди. И все соседи вокруг, наверное, проснулись и проклинали меня в 7 утра в субботу. Итак, что у нас сегодня? У нас сегодня по плану была уборка. Муж возвращается, у нас он уборками занимается. Это мое дело, это надо делать. Но я решилась, я сделаю это сама, уберусь и делаю самую основную ошибку, которую я вам советую в своих видео не делать. Я решила все-таки пошуршать еще вот в той комнате там в кладовке, и я там пошуршала с утра. Гляньте. Вот, сейчас покажу. Я пошуршала, и вот это вот все я выкинула оттуда. И вот как там сейчас выглядит. Коть, иди проверяй. Катюля, иди сюда. Иди сюда. Иди помогай маме. Котя, иди помогай. Вот там я убралась. Вот. Иди посмотри, как мама убралась. Иди. И вот это все. У меня сегодня много собралось бумаг. Ну, так как монетизация Ютуба проходит, и у меня очень много новых бумажных денег, я решила, всяких дел, я решила, надо убрать старые бумаги. Вот тут достала со своего гешефта старого, который у меня был, все бумаги, посмотрела, что уже очень много времени прошло, можно часть избавиться от них, ну, большую часть. Потом решила тут выбросить, вот оранжевую коробочку я вам настроила. Покажу, что туда пойдет. Вот это вот пойдет в дом животных. Одна подушка, какой-то плед. Вот, что еще? У меня еще по плану вот эта вот коробка с детскими книжками. Еще от наших детей. Я их очень долго хранила. Наверное, разберу. Еще есть одна вещь. Вот это вот. Тут тоже их очень много. Я их разберу. То, что не надо уже, мне выкину. Оставлю буквально. Все современные дети, которые сейчас растут, они уже с книжками 2-3 оставлю. Самые любимые. Остальные все куплю своим внукам, если что, новое. Итак, что у нас? Расхламление вот этого всего. Я вам покажу. И я еще настроила вот такую одну. Это вот мешок для мусора. Это вот эта коробочка вот для этих вот тряпочек, которые... Это я, кстати, сняла. Вот здесь висела занавеска. Теперь мне тут нечего занавешивать. Тут еще чище будет. А если все чисто, не надо занавешивать. А вот это вот я сделаю, я вам рассказывала, из старых маек ветоши, тряпки, которыми мы будем пользоваться. Ну, как бы, чтобы доиспользовать их. Вот я тут подготовила пару старых полотенец, пару маек старых. Что еще? И у меня еще одна миссия. Пока нету мужа и есть
место в мусорном ящике, так как я жила 2 недели с котами, надо кое-что засунуть в мусорный ящик. Ну, муж, конечно, не обидится, потому что, как бы, вы понимаете, там как бы надо будет закинуть конкретный мусор и хлам. Вы помните, проходимся, собираем, выкидываем. И я удивляюсь себе, я столько долго этим уже занимаюсь, с сентября прошлого месяца, и конца и края нет. Ну, это мне так кажется. Вообще-то есть, если так посмотреть видео, заходите на мои видео, которые там по расхламлению гайда и расхламление какое-то бюджетное. Я стараюсь какими-то такими маленькими моими шагами идти, но мне почему-то кажется, я как-то двигаюсь медленно. Или я, может, не права. Видите ли вы какие-то уже сдвиги у меня? Расскажите мне в комментариях, кто со мной сегодня. Сегодня суббота. Говорила не смешивать уборку с чем-то, с расслаблением. Сама делаю сегодня эту ошибку, но это сделаю, потому что сегодня мне это идет. И когда это мне идет, переключусь с вами. Надо это делать. И вот сегодня мне идет именно это. Когда я ходила, помните, ходишь, так смотришь, тот самый угол, который тебя мозолит, где чувствуется, что не идет воздух, надо туда приступать. Итак, что я сделаю в первую очередь? Кстати, еще пришла, не хотела никакие распаковки, но покажу, вам будет интересно. Мой муж сделал скамейку красивую очень. И эта скамейка не имеет никаких вот таких, ну, как подушек. Так что вот муж заказал. Ну, конечно, это очень далеко шло, но это он испугался, что он непонятно где заказал. Не буду даже говорить, где продуцирует, но вы сами можете догадаться. И вот такие вот подушечки под спину есть. Сразу чувствуется. Это у нас на террасе пойдет, но мне надо это распаковать, чтобы тут было место. Катюля, давай помогай, у тебя там место. Хоть, давай. Ну, наверное, одну распакую, а вторую вы не дождетесь и буду делать что-то другое. Итак, хотя бы одну покажу. Гляньте, какая красота у нас на террасе будет. Как долго это продержится, оно белое, неизвестно. Вот. Это вот так вот служит. И вот так вот. Ну, что, по-моему, хорошо, хорошее. Так, покажу, конечно, потом когда-нибудь на улице. С улицы, конечно, мало кто смотрит. Итак, ну, мы поехали. Сейчас еще покажу вам историю с этими... историю с тряпками. Сейчас я покажу, как и тут. У меня тут все параллельно сегодня, потому что муж на пороге. Решила борща сварить параллельно с уборкой. Вот. Самая основная ошибка. Сама и делаю эту ошибку. Итак, с тряпками. Вот здесь я подпишу тряпки. Вот, смотрите, тряпки. Тряпки. Все с этой стороны поставлю, чтобы можно было боком. Так, и я не знаю, какой величины их нарезать. Ну, нарежу какие-нибудь такие, что можно было сразу брать. Эту майку я покупала для Индии. И, кстати, ее там носила. Но в ней уже образовались дырки. Она такая тонюсенькая. Но это, кстати, по такому климату, как там, и хорошо было. И вот эти тряпочки я буду использовать для мойки всяких окон. Ну, что-то там где-то протереть, где-то на улице иногда бывает что-то надо такое. Я их буду использовать. И все. И это как бы будет им вторая жизнь. Вот, советую старые майки, старые какие-то на ветошь не выбрасывайте. Используйте по второму кругу их. Вот так. Вот. Так. Это можно тоже какое-то полотенце, но оно такое уже зашуганное. Я его тоже сюда помою окна сегодня. Не, я окна хотела сегодня помыть. Я извиняюсь своими старыми белыми носками. Как вы думаете, можно окна помыть? О, нашла белые носки. Но они такие, еще ничего, резинка классная. Аж вот прям достаю их второй раз. Но они такие заюзанные, они черные уже. Тут их стираешь, они какие-то... Ой, не знаю, дайте мне знать, оставить или нет.
Так, эта тряпочка так сама по себе. Это белая майка какая-то. А что с белой майкой было? Да, она тут тоже какая-то была непонятная. Что-то тут было в ней. Я знаю. Поехали. Никто ее носить не хотел у нас. Значит, ну вы поняли. Как это слово выговаривается по-русски? Я, конечно, как всегда. Значит так, сейчас поставлю немножко на ускоренном. Это все сюда. Значит так, эти носки оставим пока. Что у нас тут? Ой, Господи. Так, это тоже в тряпке. Это сюда. Так. Это тоже можно в тряпке. Белорусский какой-то. Может оставить. Вечно у меня с этим проблема. Это в тряпке. Это вот, кстати, пойдет просто в мусор. И вот сегодня надо конкретно что-то сделать, что у меня вот прямо руки чешутся. Вот что-то сегодня выкинуть. И я это сделаю. Так, что у нас это? Непонятно что. Шнурки. Это можно... Вот это я выкину еще. Старая свеча, которая уже не горит. Она какая-то непонятная. Она больше дымит, чем горит. Это у меня деко. Какой-то старый шнурок. Ну, это можно еще оставить, в принципе. Так, это тряпки. Это что-то белорусское. Это что? Это тоже тряпки были. Похожи на то. Так. Значит, деко у меня есть в одном месте тут. Но я вот это оставлю. Итак, я вам расскажу. Я тут пошуршала. И я понимаю, что скорее у меня тут время сегодня очень ограниченное. Но у меня есть план. И я сейчас включусь коротко на быстром. Вам покажу, что здесь произойдет. Ну вот тряпки, они уже, можно их, похоже, туда засунуть. Сейчас засунем. Кот там спрятался от страха. Вон внутри, вон там лежит где-то. Что мама опять затеяла что-то. Так, сейчас я покажу. Еще. Значит, тряпки ставим на место. Помните это, что... на место. Думаете, так просто тут место найти. Хорошо, что подписала с 2 раз. Так, это пока сюда. Значит, я достану пылесос потом. Я себе даже сварила свой чай зеленый, чтобы мне помочь. Сил давал. Итак, что у нас так? Это пойдет в машину. Это у меня уже стоят всякие... Бумагу выкинуть, это пойдет в дом животных. Это мусор. Сейчас займусь вот этим вот бумагами. Бумагами. Белорусское не хочется выкидывать, потому что люди же старались. Ну вот они мне не нравятся. Значит, это все-таки в тряпке. Положу одну в тряпки. Это пока будет пользоваться. А это... в деко. Ладно, все-таки 2 штуки или 3 штуки я выкинула. Так, сейчас покажу еще одну вещь, что я сегодня насобирала. Итак, у меня здесь какое-то пластиковое, которое непонятно кто-то подарил. Рваные носки. А я их уже 3 раза зашивала. Рваные. Потом... очки, которые поломались. Это вот у меня тоже что-то порвалось. Тут у меня есть такая... Так, это что-то понашла, какой-то холод, не знаю, который не работает. Тут у меня еще старая посуда. У нас есть классный день, расскажу вам. Если напишите, у вас такое в нашей деревне классный день. Можно просто выставить свои вещи, которые тебе не надо, написать Сувершенкин. И это у нас будет скоро в июне, поэтому я сейчас буду кое-какие вещи сносить в подвал. И там поставила уже ящик, на котором на Форшенкин. Там, например, пойдут туда. Я поговорила с сыном, какие-то от мотоцикла его одежды, которой он уже не пользуется. Ну, такой вот, который собирается и вообще не знаешь, куда с этим. Вот это, короче, сегодня в мусор. Прямо вот сейчас занесу и выкину вот туда. Сейчас, если не знаю, видно ли меня. У меня тут везде, получается, сегодня развал. Так.
Вот. Это значит в мусор, в мусор, и в мусор, и в мусор. Это пластик. Это в мусор. Итак, что мы имеем? Мы имеем меня, который сядет сейчас вот сюда, вот на это место. Коробочка пустая, как видите, моя любимая. Вот на это место. Сейчас я займусь бумагами, прицеплю вам потом, сколько тут всего осталось. Это вот детские книги, я вам рассказывала. Расскажите, если у вас тоже такие вещи, которые вы все ностальгируете. Я читала это своим детям, и не можете вы выкинуть. Но сегодня, наверное, все-таки я с ними разделаюсь. Вот там вот стоит моя сумочка, которой я хотела дать шанс. У моего мужа золотые руки. У нее полетел вот тут замок. И мне кажется, что муж может мне ее починить, эту сумочку, прежде чем я ее куда-то отправлю. Ну, вот так. Ну, вот смотрите, как я тут уже потихонечку разделалась. Тут системы, конечно, не хватает, но я уже пытаюсь вот тут хотя бы вот это все кухонное держать. Вот это вот. Тут, кстати, мои старые ролики, с которыми тоже это ностальгия. Не могу расстаться. Вот мои роликовые коньки, которыми я уже давно не пользовалась, но я давно очень на них классно каталась, и мне жаль их как-то выкинуть. Вот. Что еще? Тут вот какой-то у нас продукты какие-то, ну тут совсем мелочь, каких-то консервов. Это вот кто-то спрашивал, как я храню питание котячье. Вот оно, одна у нас этого нашего котя, а это наша кошка, которая на улице, она обычное питание ест. У него специально, у него проблема с мочеполовой системой. Так что вот так. Расскажите мне в комментариях, как часто вы шуршите в своих кладовках. Или вообще шуршите там, где вещи лежат, которые, в принципе, просто лежат. Мне интересно. Оставайтесь со мной, кто еще не подписан. Это я, это ваш вдохновитель к порядку, к легкости. И просто сияете изнутри. Я поставлю еще пару видеороликов, если смогу сегодня их записывать, как я тут немножко шуршу. На этом все. Всем пока.